Юго-Осетинский государственный университет совместно с представительством Российского исторического общества в Южной Осетии провели научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы истории Великой Отечественной войны». Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев отметил, что в ВУЗе в течение всего года будут проходить мероприятия, посвященные 80-летию Победы. У нас еще много намечено мероприятий на осень, все они посвящены 80-летию Великой Победы. И здесь самое главное, чтобы мы сделали все возможное, чтобы историческая правда, чтобы вернуть историческую правду миру. Еще проведем в ближайшее время 22 мероприятия, если я ничего не путаю. 9 мая я приглашаю всех там с детьми, с внуками, если у кого они есть. Приходите в университет, у нас будет и фотосессия с раритетной техникой, это и оружие времен Великой Отечественной войны, это и мото-вело-автопробег, это и самое главное концерт военной песни с участием наших студентов. Будет все весело, но самое главное будет показано всему миру, как мы чтим память наших предков. Это, еще раз говорю, Великая Победа, и сам Бог велел, чтобы мы эту победу праздновали и не только в юбилейные даты, но и каждый год, что мы и делаем. От имени главы государства с приветственной речью к участникам конференции обратился госсоветник президента Вячеслав Губозов. Вы все прекрасно знаете, что в нашей республике широко отмечается юбилей Великой Победы. Это в том числе и победа осетинского народа. Мы все прекрасно знаем, я думаю, тут не надо повторять, значит, какие жертвы и как сражались сыны осетинского народа на полях Великой Отечественной войны. Поэтому, естественно, значит, запланирован очень большой пласт мероприятий, составной очень важной частью, которая является именно те мероприятия, которые по инициативе Владимира Мутазовича проводятся в нашем университете, которые включены как составная часть в эту государственную программу, посвященную юбилею Великой Победы. Особо хочу отметить тему сегодняшней конференции «Актуальные проблемы Великой Отечественной войны». Действительно, как прошло вроде бы, если на первый взгляд 80 лет, много очень сказано о Великой Отечественной войне. Тем не менее, мы все прекрасно знаем, что еще есть очень много белых пятен, которые ждут своих исследователей, которые необходимо разрабатывать, необходимо о них писать и говорить. Поприветствовал и поблагодарил организаторов и участников конференции советник российского посольства Игорь Терзиан. Разрешите от имени посольства Российской Федерации и руководителя чрезвычайного полномочного посла Марата Шикулахметова поприветствовать всех вас и пожелать плодотворной и успешной работы. В первую очередь я хотел бы выразить слова огромной признательности ректорату, профессорско-преподавательскому составу университета, лично ректору Вадиму Батадовичу Тедееву за активную позицию по подготовке и проведению великого праздника 80-летия Победы. Дорогого стоит, каждую неделю проходят мероприятия, значимые, актуальные и нужные всем нам. Вклад осетинского народа в ход Великой Отечественной войны неоценим. Мы должны делать все, чтобы поколения помнили и чтили имена героев Великой Отечественной войны, отметил глава Русского дома в Цхинвале Сергей Комиссаров. Такое значение в университете и в целом в республике отдается вопросам исторической памяти. Как только что отметил мой коллега, пока последний солдат не захоронен, война не может быть оконченной. Профессора и старшие преподаватели кафедры всеобщей истории подготовили доклады на разные темы. Анжела Кукоева, Регина Черткоева, Азамат Кудзеев. Информационный выпуск сегодня.